Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия 24. С вами Петр Цыпандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green. Со мной, как обычно, Семен Тарбахов. Петр. Мой постоянный соведущий. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел Евгений Кейсевич. Евгений у нас председатель якутской организации работников профсоюзов Якутского Ленского Баскомфлота. Я совсем запутался. Евгений сам все объяснит. В общем, я так понял, это профсоюз работников водного транспорта Якутского. Да, ну Да. На самом деле, пожалуйста. лаконичное название Лаконично. нашей организации — это Ленский Баскомфлот. Баскомфлот. Вот, Ленский бассейновый комитет флота. Ага. Вот, эта организация создавалась еще в далекие 13-е годы прошлого столетия и объединила между собой речников и моряков. И вот он, как бы, такое сокращенное название появилось, да, Ленский Баскомфлот. Баскомфлот. Да, когда уже наше законодательство трансформировалось, необходимо было, как бы, соответствовать реалиям, поэтому наша организация сейчас в данное время называется Якутская республиканская общественная организация. Ленская бассейновая организация профсоюза работников водного транспорта. Да, ну действительно очень сложно запомнить. Я хотел бумажки прочитать, но я так подумал, что лучше будет, если вы сами объясните. Да. Мы обязательно коснемся вашей работы, мы до этого дойдем. Но до этого я всегда забываю сказать, поэтому сразу говорю, пока не забыл. Спасибо, что приняли наше приглашение прийти к нам в гости. Я знаю, что вы очень занятый человек. Да. И учитывая, что у нас кулинарный концепт, мы тут, как я вам объяснял, приглашаем гостей и просим что-нибудь приготовить. Что вы будете сегодня готовить? Так, ну, коли уже сегодня со зрителями познакомились, да, у нас основная стихия — это водный транспорт, поэтому я не мог вниманием обойти нашу стихию, и будем готовить сегодня кальмаров. Вот. Которые водятся в воде. Да. Ну, морская, как живность, поэтому близкая нам по духу, и, собственно, вот их и приготовим. Фаршированные кальмары, вот, начинкой тоже у нас выступят те же самые кальмары. Но вообще, на самом деле, рецептов приготовления кальмаров очень большое множество. Да. Вот. И каждому начинка, говорится, на свой вкус и цвет. Вот, товарищи, говорится, нет. Но у нас сегодня будем готовить самих кальмаров, и начинка тоже из кальмаров, чтобы это было гармонично и, собственно, вкусно. Согласитесь, что это очень оригинальное блюдо. Не скажем так традиционное для, скажем так, для Якутии, да? Но Да. с другой стороны, учитывая вашу профессиональную деятельность, с историей и как бы с отсылкой именно на это, да? Ну да, многих людей, собственно, отпугивает немножко первоначальный вид кальмаров. Вид, да, вообще как их, запах. и запах, и как их вообще можно да, кушать. как их вообще приготовить, как к ним вообще подходить, с какой стороны. На самом деле все очень просто, и сами кальмары, во-первых, и обрабатываются просто, и готовятся просто. Это продукт, скажем, такого быстрого приготовления. Да, И я знаю, да. что они ловятся тоже довольно просто. Ну, возможно, не Да. участвовал в этом процессе, поэтому сказать сложно. Ага. Вот, ну, так, в двух словах, если, да, вот он, как в магазине есть, его просто промывают. И если уже для совсем быстрого, да, просто в кипяток можно окунуть, достать и все, и буквально смыть под водой. Всё. Ну да, я И он почему готов. сказал, что это не совсем традиционное и оригинальное блюдо, потому что, скажем так, оно на столе обычного якутянина оно присутствует очень редко. Да, Но их зря обделяли внимание, потому что морские, вся эта живность, морские, как мы называем их, гады, они страшно полезны, оказывается. Точно. Да, и сейчас у всех на устах ПП, правильное питание, что надо смотреть, что есть. Красное мясо, когда слишком много, тоже вроде как бы влияет, особенно с возрастом, холестерин и все прочие дела. А вот морские, вот эти кальмары, да, это тоже вообще диетическое красота. мясо, но вы говорили о том, что у нас в Якутии действительно это не распространено. И я даже вспоминаю свое детство, мы как-то говорили, что это Да что за такое? гадость? Зачем вообще это кушать? Да, и вот Когда есть мясо. я постепенно тоже пришел к тому, что, в принципе, это неплохое блюдо, и его можно готовить и есть. И вот вспоминая даже в детстве, да, у нас была такая еще сеть ленурсов, если помните, магазинов. И вот к закату всего этого процесса, да, все знаете, преобразования, когда эти происходили в 90-х годах, и мы заходили в магазин, и там буквально стояли на полках кальмары в банках. Бывали. Да, в банках, и морская капуста. И вот смотрим, пароходы приходят к нам, и заезжие товарищи, гости, они коробками прямо набирали эти кальмары и морскую капусту, мы не понимали вообще.
Зачем это они Зачем делают? вообще морскую Да, капусту как кушать, это да. вообще можно есть? Да. И зачем это брать? Но меня судьба так развернула, что в детстве, вернее, в школьные годы активно занимался спортом. Мгм. Вот, и ну, тогда, собственно, финансирование было довольно-таки приличное Да. спортивных всех секций, мероприятий. И вот мы, живя в Алекминске, тогда, конечно, и сборная вообще республики состояла на 70% из наших ребят из Да. Алекминска. Вот. Да. Ну и нас 2 года подряд возили на Камчатку. Мы там сборы проходили. Сборы, да. С февраля по конец января практически там жили. Ну а Камчатка, естественно, морской край. Там без морепродуктов просто невозможно. Ну да. И вот, приходя в столовую, подавали кальмаров в сливочном соусе. Это, когда мы это попробовали, это действительно было вкусно. И после этого как-то вот в памяти, Сознание уже как-то отложилось. так, Да, да. И потом уже студенческие годы тоже, кстати, еще слово сказать, что это недорогой продукт. Ну да. Вот, да. поэтому даже вот нам, студентам, было доступно. Мы брали щупальцы кальмаров, но они такие страшные. Вот, тоже их также промываешь в кипяточке, обжариваешь. Брысь. Да, и вот, кстати, я даже хочу сказать, что как я не ел, да, так и моя супруга тоже не ела. И вот студенческие годы тоже, она говорила, я говорю, подожди, сейчас тебе приготовлю. Да. Раз, быстренько приготовил, поели, все вкусно. С закрытыми глазами съесть Все вкусно. замечательно. Поэтому вот так постепенно к этому и пришли, что полюбили кальмаров, и поэтому готовим довольно-таки часто. Итак, Давайте поделитесь уже, да, рецептом, приступать? что вы Да. собираетесь делать. Да, я собираюсь, собственно, Как? нам надо приготовить сначала начинку. Ага. Вот, начинка у нас будет состоять из кальмаров, уже тоже промытых. Мы их мелко нарезаем кубиками, вот, смешиваю. Дальше в начинке у нас будет рис. Ну, Уже готовый. Отварной. Ну да, тоже я уже заготовку сделал. Но тоже здесь надо сказать, что берется обычный рис, круглый, и потому что это же начинка, и она надо, чтобы клейкая была. Вот, поэтому... Получается, вы его чуть-чуть больше разварили. Да, чуть-чуть разварил, чуть-чуть промыл, ну и чтобы клейкость осталась, все-таки так и оставили. Добавим еще сюда вареные яйца, вот, в начинку. Ну и для уже, скажем так, разноцветности, да, добавим лучок, обжарим морковочку тоже с лучком. Хорошо. Вот, всё это добавим. Давайте приступать. Давайте Да, приступать. давайте. Ну, первое, режем кальмарчиков, которые у нас в начинку пойдут. Да. Можете мой нож да. взять, если хотите. Давайте. Аккуратно, он очень острый. Так. Просто, на мелкие, да? кусочки? Да, просто кубиками режем. потому что это будет- Кубиками даже будете резать? Это А, вообще получается мелко. одно из ваших любимых блюд или... Ну да, готовим, правда, его, скажем так, не каждый день, да. По празднику. Ну, На Новый год, да, шутка. с каким-то с какой-то периодичностью это блюдо готовим. Да. Вообще есть у вас любимое блюдо? Любимое блюдо, Ага. как все, собственно, я вообще люблю якутскую кухню. Оу, Это очень хорошо. Да, и вот Это очень хорошо. одно из любимых Наш человек. моих блюд это суп из потрохов. ух ты, Ух ты. и смина, да? Да, это, Да. это вообще просто, как сказать, Да, в любое время бом- суток. бомба. Да, Не можно ожидал кушать. это услышать от вас. Да. Я думал, там по сценарию, как всегда, борщ, да, солянка. Что-то такое, да? Или что-то речное, да? Да. Не, ну а так как работаем, собственно, в речном транспорте, у нас, естественно, мы часто кушаем рыбу, вот, да. Ну, рыба это запекаем различными образами, там стейки делаем, А если солёные и так будет далее. на полном серьезе стоять вопрос, мясо или рыба? Мясо или рыба? Ну, конечно, мясо. Я же Ну все-таки Якутия и мужского всё. пола. Ага. Какая Это- же рыба, да? Да. Ясненько. Евгений, немножко расскажите, пожалуйста, буквально о себе. Я уже знаю, точнее, уже зрители уже узнали, что вы из Алекминска. Кстати, мы недавно тоже приехали из Алекминска, снимали там передачи. Великолепные, красивейшие места, просто здоровская у нас поездка была. Да, я думаю, что не обошли, наверное, стороной и кладовой Алекмы, да? Обязательно кладовые, Алекму, музей ваш замечательный посетили. Ну, то есть сплошные позитивные такие впечатления у нас остались об Алекминске. Да, и, кстати, у нас сегодня даже продукт присутствует. Вот.
Алекминский сыр. Алекминский Алекминский сыр. сыр. Вот. Это ну, так как я родом из Алекминска, да, и мы, собственно, к своим продуктам приучены и любим. Вот алекминский сыр, сливки алекминские. Хоть находясь здесь, в Якутске, но мы все равно просим родственников. Заказываете, да? Да, заказываем. Ну и, собственно, здесь в магазинах тоже иногда бывают вот эти продукты. Так, ну, несколько слов, да? Да, о себе. буквально несколько слов. да. Как я дошел до жизни. Как я дошел до жизни такой, а вы запомнили, да? Это мы шутя так говорим, но что делать-то? Ну, надо даже сказать телезрителям, кто уж такой-то. Да, ну, все, собственно, начиналось, наверное, с семьи, скажем так, да? Вот. И изначально у нас в семье папа работал на флоте. Вот, поэтому и нас в семье 4 сыновей, и, Все да, и, пошли и младшая по дочь. родительской линии. Да, да, да. Вы да. рассказывали. Ага, так. Вот, поэтому, собственно, я младший из сыновей, и так как у меня был пример отца, пример моих старших сыновей, Братьев. да, братьев, вот, поэтому у меня, собственно, и даже мыслей других не было. Как бы и выбора куда другого не деваться, было. да. Да. Ну, надо же. Поэтому, собственно, и выбрал речной флот, но так как я видел, что и знаю, да, что речной флот, профессия капитана, это всегда связано с какими-то странствиями, там, да, вот, что уходят в начале навигации, приходят в конце навигации, то есть фактически Всё время на воде. Все время на воде, да, и Ходят. вот у нас навигация 5 месяцев, и, грубо говоря, вот наших капитанов, механиков, ну, плавсостава не бывает столько времени дома. Поэтому я, выбирая профессию, уже знал об этих, да, нюансах и выбрал сугубо береговую профессию. Это работать на грузовых районах, то есть инженер-механик по крановой механизации. Вот, и пошел учиться на Новосибирскую академию водного транспорта. Ну, после того, как я ее закончил, вернулся в наш родной Алекминский речной порт. Вот. Там поработал в должности заместителя главного инженера по охране труда, пожарной безопасности. Ну и дальше уже, собственно, Включаем. Добавляем сливочное масло. да, вот один кусочек хватит. Сливочного масла. Брыкс. Вот. В 2005 году меня пригласили в управление пароходства работать. Вот. Лорп. В Лорп, да. Так. Вот. Там отработал сначала начальником отдела по охране труда, пожарной безопасности и экологии, а дальше уже предложили должность заместителя генерального директора по управлению персоналом. Вот. И вот некоторое время отработал там, но все равно, вот, коли я в статусе профсоюзного лидера сейчас нахожусь, да, вся жизнь непосредственно была связана с профсоюзом. Ну, в те времена, когда Ну я да, вы поступал на работу, тогда, собственно, было добровольно-принудительно, и все у нас 100% состояли в профсоюзе. Вот. Ну и работая уже в Алекминском речном порту, я был председателем первичной профсоюзной организации. Вот, поэтому некоторый опыт уже тогда нарабатывался в нашей профсоюзной деятельности. Вот. А уже потом в пароходстве, работая, снова меня как бы избрали тоже председателем правкома. И, то есть я от профсоюзной деятельности, как говорится, не отрывался, постоянно был с ней связан. Ну и Вот. сейчас вы руководитель, председатель, да? Да. Но были некоторые у меня, как скажем, отклонения от нашего пароходства. Вот. Поработал, вот после того, как я работал замом по кадрам, после некоторое время отработал директором Житайского судоремонтного завода. Ну и после этой должности уже перешел в Институт водного транспорта, директором Института водного транспорта. Ну, все это здание знают, алыми парусами, красивое здание. Да. Вот. И отработав уже там, ну, вернулся снова в пароходство. Вот. И была у меня еще такой опыт некоторое время. Я поработал на вольных хлебах. Был, да, директором школы программирования в нашем IT-парке. Вот. Да. Ну и потом, когда уже объявлен был конкурс, вернее перевыборы председателя Ленской бассейновой организации, я
принял участие в этих выборах, ну, собственно, избрали меня, и вот я сейчас. То есть это выборная должность, да, получается? да. Так, то есть у вас была предвыборная программа, что-то вот такое? Не, ну как, если выбирают, надо же как-то к этому готовиться, да? Или как? Ну да, но учитывая, собственно, мой жизненный опыт, да, то есть те коллизии, которые... багаж, который да, багаж, вы который я уже имел, имели, да. ну и некоторую известность среди наших работников, Ну да. поэтому... Не человек с улицы, скажем Да, так. да. Поэтому избрали, ну, скажем так, практически единогласно. Вот. Были две альтернативы еще, вот, но при обсуждениях перед голосованием они просто отказались в мою пользу. даже И вот голосовали уже, да, чисто Да. за А меня. кто выбирает вообще? Выбирают председателей первичных профсоюзных организаций, те, которые входят в наш членский Баскомфлот. На Так. сегодняшний момент это 34 первичных профсоюзных организации. Ну, структура такая, ну, не маленькая получается. Да. Ой, спасибо. Вот. Но в двух словах, если сказать, к нам сейчас, да, входят в нашу структуру. Это начну с самых больших, это Ленское пароходство, Само собой. да, Вот. с ее филиалами. Вот. Администрация Ленского бассейна, это тоже, ну, знаете, путейцы наши, любимые, которые, да, которые обеспечивают нам, скажем, путь, да, по дороге, и тоже со своими филиалами. А у них филиалы... которые сразу после дохода уже выходят. Да, Я знаю. выставляют навигацию. Вот, то есть это тоже такой кропотливый труд, Ну который тоже нужен для всех наших Да, лук мы добавляем. судовладельцев. Зеленый. Нет, сюда уже добавим. Сюда давай. Да, давайте я подрежу. Весь, наверное, не надо. Я думал, да. Да, достаточно будет. Вот. Это большие, я сказал, да. Затем у нас еще в структуре состоят это Колымская судоходная компания. Вот, естественно, на Колыме, которая находится. Не, подожди, тогда у каждой реки есть своя судоходная компания. Ну, то есть Яна, Янская, Колымская. Не. Нет, да? Нет, ну, Чуть-чуть другое. Да, основные, ну, как бы, да, вот понятие у обывателя, что если... Но если Ленская, то стало быть Поленье, да. Нет, так. у нас на самом деле Ленское пароходство, оно объединяет, само ходит, собой, Алдан. да, оно ходит по Индигирке, Вилюй. ходит по Лене с ее притоками. всеми. Ага. Вот. Ну и, собственно, администрация Ленского бассейна, она тоже обслуживает все реки, которые у нас находятся в Ленском бассейне. Вот. Ну, единственное, что вот, да, еще осталось, Колымская судоходная компания, она работает чисто на Колыме. На Колыме. Да. Ну, то есть Вот. две большие судоходные компании. Да. Вот. Дальше у нас в нашей структуре, так как, собственно, все вы знаете поселок Житай, да, это изначально был и образовывался как поселок речников, Да, конечно. поэтому много предприятий, Там, которые... собственно, и завод, да. Да. Много предприятий, которые располагаются именно в самом Житайском, городском округе Житай. Это в том числе и администрация сама поселка Житай, состоят у нас в профсоюзе. Затем клуб ДК «Маяк». Вот. Дальше образовательные учреждения, которые находятся в поселке Житай. Это детская школа искусств, это центр дополнительного образования «Росток», это техникум житайский, это 4 детских садика, которые там находятся в Житае и Ну, работают. то есть многие объекты, которые да, собственно, там замыкаются располагаются на в Ленский силу бассейн. того, что это поселок речников. Да. Ну и, кстати, вот недавно совсем тоже в наш состав вошла первая школа. Вот, Житайская. Да, Житайская первая школа. Вот, и тоже совсем недавно в нашу структуру вошла федеральная стройка. Вы все знаете, у нас строится мощная судоверфь. У меня, как у обычного обывателя, возникает, конечно же, сразу первый вопрос, для чего вообще нужен профсоюз? Такое ощущение, что они собирают деньги, чтобы потом какие-то праздники, Да. ну или что-то сделать. Или Да. кому-то, не дай бог, что-то плохо, там, помочь и все такое. Для чего вообще создавался профсоюз, как долго существует, и объясните вообще структуру, ну и цели, самое главное. Да. Ну мы как бы вот все по-обывательски, да, сразу вспоминаем фильм
служебный роман, да, где там Шурочка бегает Да, с этим деньги конем. собирать. Да, А деньги я еще дальше иду. Я вспоминаю «Крестный отец», что с помощью профсоюзов они там что-то там свои дела, короче, делали. Да. Так. Ну и вот, собственно, вообще роль профсоюза – это налаживание, скажем так, промежуточного звена между работником и работодателем. Работодателем, да. Да, чтобы вот как бы была эта смазка в колесах, да, Да. для как двигающий Механизма. механизм для наилучшей работы, скажем, налаживания климата в коллективе и так далее. Ну, достигается это, конечно, разными путями. Вот. Но основное это инструмент, это коллективный договор, Так. который создается. Все да. подписывают, когда Да. приходят туда или иначе, чтобы... Ну да, каждый работник, когда приходит на предприятие, он знакомится с коллективным договором. Это так. Вот. Но при создании коллективного договора создается комиссия на паритетных началах. Да? Одна часть это представители работодателя, Руководство, да. вторая часть это представители профсоюза, ну либо другими словами представители работников. Вот. Чтобы защитить. Да. И То вот есть там обуславливаются такие вопросы, например, сколько зарплаты, когда платить, ну, условно, да? ну да. да. Ну вообще Какие методы работы? Нет, люди могут сказать, да, что у нас есть трудовой кодекс, все, нам этого достаточно. Вот. А на самом деле трудовой кодекс это лишь надстройка просто, и он устанавливает общее положение действий и работы работников. А коллективный договор это уже уточняющий документ, который расписывает вот эти положения, в котором в трудовом кодексе предусмотрены. Ну, чтобы наглядно, может, объяснить, да, я Да, мог бы на вам, примере. да, я мог бы вам, скажем так, такую притчу, может, рассказать, да. Вот. Ну, допустим, представим, есть успешное предприятие, да, успешный работодатель, вот, который заинтересован, чтобы у него работники хорошо работали. И вот у него, скажем так, есть такой нерадивый работник, который опаздывает каждый день. Вот. Естественно, Систематически. Да, систематически. Естественно, работодателю это не нравится. Так. Вот. Он его вызывает, этого работника, говорит: слушай, Ты что делаешь-то? да, ты что делаешь? Как ты вот опаздываешь каждый день? Ага. Что тебе нужно для этого? Он говорит: а давай изменим рабочий день на час, отодвинем. Ага, И я тогда буду... потому что я люблю спать. Да, потому что я просто люблю поспать. Работодатель говорит: ну ладно, Потому что я сова. Да, вызывает себе зама по кадрам, говорит: короче, все, вот мы решили, на час будем позже работать, переделывая всем трудовые договоры. А это же процесс... Рабочий день начинается с сегодняшнего, завтрашнего дня Да. не с 9, а с 10. Ну, скажем, Да. законодательство Ну, условно, да, законодательство это нам не позволяет. Это там предупреждение, изменения через 2 месяца только. Ну, то есть есть целые процедуры, которые нужно выполнить для того, чтобы это применить. Те или иные Да, внеси. да. Так. Ладненько, все это сделали с грехом пополам, да. Начали работать, скажем так, вместо 8 с 9. Тут возникает прения в коллективе, да, кто-то, мамочки, не успевают детей после работы забрать из садика. Да, из-за там, того, что день да, сдвинулся. Да, то есть им надо раньше на работу сбегать. Кто-то начинает опаздывать на работу из-за того, что он едет и в пробки попадает. Да. Вот. Поэтому вот в коллективе уже начались, собственно, разговоры между собой, и там они начали, напряженная обстановка. Да. И... А вы знаете, из-за кого это сделали? Из-за Петрова. Да. И начинают все дружно Вот. ненавидеть Петрова. Да, и вот эти прения в коллективе появляются, естественно, все это влияет на производительность труда. Вот. Рассмотрим другую ситуацию, да, когда у нас есть избранный председатель правкома, вот, и та же самая ситуация, опаздывает товарищ, который, да, нерадивый. Вот. Он себе вызывает также товарища, говорит: ну вот тот просит его также на час отодвинуть. Вот. Но вместо этого, чтобы сразу принять решение, работодатель зовет председателя правкома и говорит: слушай, ну вот есть этот Петров, про которого мы говорили, да? Вот, он опаздывает. У него еще какая-то проблема. Да, подумай, как вообще можно нам сделать, да? Председатель правкома идет в народ, да, потому что он, собственно, есть связующее звено, и начинает обсуждать, да, вот слушай, ты, Петров, почему опаздываешь, да, какие у тебя там есть мысли, да, переговорить с теми мамочками, да, переговорить с другими работниками, что вообще
удобнее, да? На час отодвинуть или этому товарищу перевоспитаться. Да. Вот. И, собственно, уже поговорив в коллективе, приняв какое-то решение и приняв на себя уже ответственность, да, за это решение, приходит к работодателю и говорит: слушай, ну вот если мы вот этому товарищу сдвинем время, да, то у всех остальных да, начнутся какие-то тоже противоречия. Лучше мы давай сделаем, ну, скажем, там, или там на полчаса они там сдвинут это время, да, или оставят как есть. То есть он... И уволим Петрова. Нет, и Петрова возьмем на поруки, его перевоспитаем, будильник ему новый купим и вручим, чтобы он раньше просыпался и ходил на работу. Вот, то есть председатель правкома, он уже ситуацию внутри урегулировал, пришел к этому работодателю и говорит: да, вот у нас так-то и так-то, у людей такие-то проблемы, и лучше принять вот такое-то решение. То есть здесь уже не наступая ни на какие грабли, работодатель сразу говорит: да, принимаем вот такое решение, и у нас Потому все, что все здорово. большинство решило вот так. Да. Поэтому, Собственно, и нужен тогда, получается, вот да, и главная при том заметим, профсоюз это делает все бесплатно, вот, без каких-то затрат дополнительных для работодателя. Потому что это общественная нагрузка. Вот, и, собственно, ответственность тоже лежит вся на правкоме за принятое решение. Вот, поэтому работодатель здесь уже выигрывает 100% во многих случаях. Ну, вот не знаю. Такой вот пример. Хорошо, если это общественная организация, на счет чего она существует? Сразу первый вопрос у меня как у предпринимателя. Эта общественная организация, как раз-то она строится, своя работа, ну, как все общественные организации, есть устав, да, есть утвержденный устав, и для того, чтобы могла вообще организовывать какие-то мероприятия, требуются, естественно, какие-то финансы. Да? Конечно. Вот. Ну и здесь предусмотрено... Где-то находиться, да, где-то людям предусмотрен зарплату платить. 1% отчисления от заработной платы. Ага. Вот, который, этот процент взимается, да, он аккумулируется в каком-то определенном счете, скажем так, и на эти уже деньги организуются мероприятия, проводятся, ну, может быть, какие-то трудные ситуации у кого-то, Ну да? да. Вот, Ну, не секрет, что да, оказывается помощь. какая-то серьезная, там, что-то кто-то пострадал, похороны и все прочее. Да, ну вот даже взять нынешнюю ситуацию специальной военной операции, Да. тоже и работодатели помогают, и из этих средств тоже выделяются средства. То есть это, скажем так, такой фонд создается, который может идти как на развлекательные мероприятия, так и на серьезные какие-то вещи. Ну да, и так называемый тимбилдинг тоже за счет профсоюза, по-моему, да? Ну то есть какие-то такие совместные выходы на природу, например, какие-то соревнования часто. Ну, например, у нас, у работников профсоюза работников культуры, ну вот идет спартакиада. Одеваем перчатки, да? Да. Так. Ну да, это один из видов, да, деятельности. Какие-то организации спартакиад, вот, Да. чтобы, ну вообще профсоюз нацелен на то, чтобы сплотить коллектив. Да. Поэтому все мероприятия, которые планируются, все движения идут на то, чтобы, во-первых, отвлечь работников от повседневного труда, потому что в основном, кстати, вот это мешочек, да, для удобства начинения кальмаров. Это такой, скажем так, помощник. Туда что? Да, мы начиняем сюда, потому что... мы еще яйцо сюда не разбили. Стоп. Да. Чтобы для связки это было у нас. Вот. То есть для того, чтобы больше сплотить коллектив, организуются вот эти мероприятия. Вот. Но еще, кроме каких-то там спартакиад, кроме каких-то там выездов на природу, через профсоюз еще проводится и обучение тоже работников. Да, давайте. То есть повышение профессионального уровня, да? Да. То есть это как бы всесторонняя общественная нагрузка. То есть профсоюз сам решает, на какие решает на самом или деле иные мероприятия двигать эти финансовые ресурсы, правильно? Да. Ну, на самом деле решает коллектив. Потому что профсоюз это только как бы правком. Это уже тоже он избирается коллективом. Поэтому они просто берут на себя ответственность за принятие решений. Вот, ну, тоже спрашивают у работников, что бы они хотели. Да? И поэтому я всегда не понимаю, вот там, где говорят, что ой, у нас ничего не происходит,
Да, у нас там профсоюз вообще не работает. Но на самом деле это люди тогда ничего уже не предлагают. Вот. Потому что мало того, организовать, создать, ну, необходимо еще и поддерживать тоже своих людей, которых вы избрали в этот правком. Вот. Поэтому, Понятно. Сейчас мы приступаем к этапу. да, уже начинки. Так, это, ну, она... Ну вот он, видите, какой вот он такой вот, да, весь кашеобразный, поэтому просто его начинять не совсем удобно. Поэтому вот Поэтому, специально- да, удобнее вот использовать пакеты для этого. Его опустил и всё, уже дальше. Вот так и выдавливается. Да-да. А он там закрытый с той стороны? Ну да. И все на этом, да? Закладываем в печь. Заливку мы делаем, собственно, очень простую. Пару ложечек майонеза, Так, ну и пару ложечек сметаны. сметаны. Вот сюда же. Сюда же. Вот. Все это перемешиваем. Обмазываем слегка. Ну, у нас Сильно, как бы- сильно их тоже обмазывать нельзя, чтобы они, эта вся начинка растает, и они будут просто вариться. А надо нам, чтобы они запеклись. Так, особо тут мудрствовать не будем. Выложим салат и приукрасим лимончиком. Вот. Мы уже говорили много про первичную профсоюзную организацию, которая на предприятиях образуется. Да? Вот. Но на самом деле она не может существовать в отдельности, поскольку требуется изменение законодательства, решать вопросы на каком-то более высоком уровне, возникающие у коллектива. Вот. Для этого существует, собственно, и сама структура. Вот. Первичная профсоюзная организация замыкается на территориальные, уже вот как в нашем случае это Ленский Баскомфлот, да, к нам входят первичные профсоюзные организации. А дальше мы уже, в свою очередь, замыкаемся на Центральный комитет профсоюза работников водного транспорта. То есть и выше, да, нашего Центрального комитета есть Федерация независимых профсоюзов. Вот, то есть есть головное, так скажем, да, организация Федерации независимых профсоюзов, и дальше по отраслевому признаку уже делятся все профсоюзы. Это центральные комитеты, скажем, там, культуры, Ну, как скажем, мы, там, да, наши, да. скажем, водного транспорта, там, связи отдельно. Ну, вот, то есть это отраслевые комитеты, вот, и дальше уже идут по отраслям уже ниже иерархии, то есть территориальные. Ну, понятно. Вот. Ну, мы, кроме того, что замыкаемся на свой отраслевой профсоюз, здесь еще нас курирует, скажем так, территориальная профсоюзная организация, это Общая. Федерация, да, профсоюзов Республики Саха-Якутия. Профсоюз возникает там, где есть трудовые отношения. Да. То есть есть работник, у него есть какая-то потребность. Вот, Ну и да, ну понятно, для- что когда маленький ИП, никакой профессионалист не нужен, да. А когда большие компании, госкорпорации и все прочее, ну да. Нет, на самом деле у ИП тоже очень много вопросов, которые необходимо решать на разных уровнях. Ну да. Поэтому тоже сейчас ну, как-то упущено немного, да, эта отрасль. Но разговор об этом ведется, чтобы все-таки и наших самозанятых, и индивидуальных предпринимателей, то есть на всех уровнях, чтобы у нас существовали наши И даже профсоюзы. там, да? Да. А, ну вот Так, видите, как давайте все, мы уже будем как все класть это развивается. Да, да. Давайте. Так. Времени. Ой. Так, и особый ингредиент. Вот. Очень хорошо сочетается, С лимоном, да? да, с Ну, как лимончиком. любое рыбное, любое морское. Чик-чик-чик. По-моему, для Поэтому вкуса дополнительно. Чуть-чуть, да, приукрасим лимончиком. Прямо вот даже советую, сейчас будем дегустировать. Ломтик лимончика и кальмарчик. Вот. Ну, Вот это напоминает кровяную колбасу нашу. Смотрите как. может где-то, да. Да, чуть-чуть. ну и визуально я имею в виду. Да. Ну, очень вкусно. Такое пикантное сразу, да, дает? Да, да. Но мы дома, да, большей частью комбинируем, ну, не только с кальмаром, но и с красной рыбой. И там тоже свои особенности. К этому, ну, много рецептов с грибами есть, но вот мы почему-то так вот больше к этому, к этим Да. предпочтениям. Вкусно очень, да. Мы можем стоять до конца времен, стоять и кушать. Евгений, спасибо вам за интересную беседу, за приготовленное вот такое блюдо, да. Действительно, вот результат меня поразил. Да, он выглядит уже совершенно по-другому, да. Конечно, я такой, сначала такой немножко с опаской, но Да, сейчас... ну первоначальный вид, да, и конечный Да. это совершенно разные вещи. Две разные вещи.
Да. И у нас, Евгений, в конце такая добрая традиция. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелание для наших телезрителей. Ну, на самом деле, да, мы сейчас живем такое время непростое, да, поэтому, во-первых, конечно, хочется всем пожелать мирного неба, да, над головой, чтобы побыстрее завершились все события, чтобы наши ребята вернулись все живыми, здоровыми, потому что матеря их ждут, и мы с вами их ждем. Вот. Ну и, конечно же, здоровья всем самое главное, вот, потому что не будет самого главного, не будет всего остального. Любви и добра. Да. А я еще расскажу, что у нас сегодня был Евгений Кисевич, председатель профсоюза работников территориально. Ленинского Баскомфлота. Точно. Правильно? Правильно. Сейчас наконец-то правильно сказал. Семен Тарбахов, я Петр Цепандин. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте разнообразно и, как мы всегда, просто вкусно. Будьте здоровы, друзья. На здоровье.